Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии Алейла Муртазова и в начале главные темы выпуска. День мира. Мы все вместе реализовали планы нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. 15 лет со дня отмены контртеррористической операции. Об одном из самых важных и судьбоносных событий в истории Чеченской Республики расскажем в нашем выпуске. Победа над терроризмом. Решил тоже поучаствовать в шествии, тем самым показывая свое отношение к тому, что мне не безразлична судьба своего народа и нашей республики. В центре Грозного прошло массовое шествие в честь Дня мира. Весенний субботник. Это уже стало традицией ежегодно здесь проводить субботник, долги по очистке территорий. В Жотойском муниципалитете провели экологическую акцию. Пятнадцатилетие со дня отмены контртеррористической операции празднует субъект. 16 апреля 2009 чеченский народ получил возможность жить в мирной и современной республике. Традиционно в этот день проводятся торжественные мероприятия. Как отметили праздник мира, расскажет Турпалали Тайсумов. В начале 90-х регион переживал один из самых сложных периодов, пока у народа, оказавшегося на грани исчезновения, не появился лидер, который решительными действиями стабилизировал ситуацию и вывел общество из хаоса и несправедливости. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, спас жителей субъекта, став мощным заслоном страны от международного терроризма. Спустя 15 лет после отмены контртеррористической операции от ее признаков не осталось и следа. В столице празднуется День мира. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил торжественное мероприятие вместе с членами семьи, соратниками и многочисленными официальными лицами. В своей приветственной речи руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов отметил социально-экономический рост республики по многим показателям. К примеру, средняя зарплата выросла в 3 раза и на 23 год составляет более 37 тысяч рублей. А по рождаемости субъект абсолютный лидер. Успехов добился агропромышленный комплекс. Объем производства продукции сельского хозяйства всех предприятий вырос в 5 раз. И это только малая часть результатов. Чиновник поблагодарил главу субъекта за помощь, оказанную в достижении всех целей. Ахмат Хаджи Кадыров возглавил борьбу против губительной идеологии террористов, сумел объединить разрозненный народ вокруг единой цели и указал правильный путь. Благодаря Ахмат Хаджи на многострадальной чеченской земле наступил мир. Мы получили возможность строить мечети, школы хафизов, медресе, создавать исламские университеты, а также свободно исповедовать свою религию. Эти начинания продолжил глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который одержал полную и безоговорочную победу над терроризмом и экстремизмом, обеспечил конституционный порядок и законность на территории республики. Он создал все необходимые условия для дальнейшей стабилизации жизни в регионе. По праву Чеченская Республика является одним из самых безопасных регионов России. Благодаря усилиям Рамзана Ахматовича, день отмены которого является не просто очередной датой в истории чеченского народа, а стал отправной точкой гуманитарного и социально-экономического развития Чеченской Республики. Выступая перед собравшимися, Рамзан Кадыров подчеркивает, что Днем мира может гордиться каждый, ведь только совместными усилиями и взаимопониманием с жителями региона удалось прийти к нынешнему благосостоянию. В планах недругов было разрушить суверенность государства, но закончилось это безоговорочной победой региона над нечистью в виде международного терроризма. Смело, да он, уверенно, да он может гордиться этим днем, да он. Каждый тракторист, футболист, боксер, да он. Комбайнер и, конечно, да он, военные. Мы вместе пришли к этому дню, да он. И сегодня мы называем это День единения, День согласия. Мы все вместе реализовали планы нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Да он. Ахмат Хаджи Кадыров и его команда заложили фундамент
Мы дальше, Дон, просто строим, Дон, на этом фундаменте, Дон, стройку, Дон. И нам абсолютно не трудно строить, и абсолютно мы не боимся, что будет трещина, что будет где-то неправильно, Дон, угол. И мы уверенно строим и уверенно идем вперед. Тем, которые отдали свои жизни, Дон, мы не говорим, что мы расстаемся, мы говорим, когда мы объединимся, Дон, что мы будем смотреть смело им в глаза, Дон, что мы не бросили их дело, Дон, а наоборот вели вперед, Дон, и победили, Дон, терроризм. Единственное, Дон, место, где победили терроризм, это Чеченская республика, Дон. Как бы ни говорили, что бы ни говорили, Дон, сильная, да, машина, механизм, все институты, которые разрабатывали стратегии, работали над тем, чтобы через Чеченскую республику развалить суверенное государство Россию. Да. А мы, да, чеченцы, которые не знали стрелять из автомата, куда и сколько, да, долетит пуля, да, вы выиграли в борьбу, у терроризма, которые обучены были, сильнейшими специалистами, Абу Валид, Хаттаб, Абу Аус, они были, сильнейшие специалисты, они в совершенстве владели теми навыками, террористическими направленностями, полностью знали, как вести борьбу во всех направлениях, И мы уверены, можем сегодня сказать, что мы выиграли у них борьбу, мы выиграли борьбу у тех людей, которые нам были отправлены теми людьми, которые хотели развалить суверенное государство. Поэтому сегодня мы смело говорим, что мы можем выиграть борьбу у тех людей, которые сегодня хотят через Украину развалить Россию. Первый, кто мешает им, мы, чеченцы, мешают им, потому что мы говорим о ценностях, человеческих ценностях, о традициях, обычаях, о религии. И поэтому мы будем первыми, самые горячие точки мы будем занимать, и мы выиграем борьбу. Сегодня мы говорим, что говорили 15 лет назад, мы всегда за человеческие ценности, мы за мир, за процветание, за будущее нашего народа, народов всех России. И мы, граждане России, мы были, мы будем и есть. И мы это должны говорить, подняв головы, не так, как стесняться. Это выбор нашего народа. Об этом сказал наш народ, проголосовал на референдуме. Поэтому мы должны защищать ценности, те ценности, которые нам оставили наш народ. Поэтому я пожелаю нам, чтобы мы смогли и дальше отстаивать интересы нашего народа, чтобы мы всегда праздновали красивые праздничные дни, и чтобы мы никогда больше не видели войн, и всегда мы праздновали победных дней. По словам политика, еще в 2009 году, когда режим контртеррористической операции был снят, они верили в счастливое и светлое будущее. И сегодня их слова и ожидания полностью себя оправдали, а зло прекратило свое существование. К сожалению, не обошлось без потерь среди защитников, главным из которых был Ахмад Хаджи Кадыров. Но народ помнит и гордится своими героями и будет чтить их память веками. Дух бол нахас я басер дух беш борш бер ну таган хаш хин чулак эн бер ацу адми хал хис тедм хаздел ткечел ишт кечел галнаш дагитна цу гойтон ачи вей бертхала тердал шинтек бертхал школнак шау бош таган нохчи чахил нахвестен чакдал وي برت الله ديل وي سودان وي تولم باك تعواسون да боготворили да это было. Далее наступила большая церемония награждения. Распоряжением Владимира Путина почетной грамотой президента Российской Федерации были отмечены муфти субъекта Салах Хаджи Межеев и председатель избирательной комиссии субъекта Умар Байханов. Президент почетной грамоты
в республиках именно в избирательной системе бог биш больше мосо комиссии члены декшой церы заслугаю так в избиратель касна выборшка дикдак лотыш постоянно дика кажется больше высокая явка гойчхалар изаду цада ну квартир гойм худу Рамзан Ахматович халгавош что первый президент Ахмед Хаджи команда хвой бобиш иштемш бох табар дукталмо иншаллах. Благодарностью Верховного главнокомандующего России был удостоен директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Данилбек Абдулазизов. Далее указом руководителя субъекта за выдающиеся заслуги перед регионом и его народом, проявленные при защите интересов Отечества, было присвоено звание Герой Чеченской Республики Конах Вахе Хамбулатову, командиру мотострелкового батальона «Восток» Ахмат. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой были награждены председатель Совета ветеранов органов внутренних дел МВД по субъекту Геха Айдамиров, министр экономического территориального развития и торговли субъекта Рустам Шаптукаев и директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации главы и правительства Чеченской Республики Заур Визаев. Прочие сотрудники, достойно проявившие себя в должностных обязанностях, были отмечены почетной грамотой и благодарственными письмами главы субъекта. Муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межеев рассказал, что трудности, с которыми пришлось столкнуться чеченскому народу, были преодолены с помощью Всевышнего, описывающие в Священном Коране примеры и способы подавления невзгодов. Паймуру бо алейхиссалату вассалам хауринг валляха хай хусмя волша хай динчуа волш хамарша волш маш боштег машаря волш озденни буйсинчуа ба алқача волш қиқан ба бац озденни буйсинчуа ба алқача волш хауринг валлях хердерик дүния ниъмат хунт ихесншсан вона бо цундера оqbel ойлич хенца وقيمش أويلش ويجا خلبول بالنش كيا تغن ويجا دوشتول نعمتي أويلش ده القرآن شو عبوه وأما بنعمة ربك فحدث حيديل نعمة حدي حي بايمر ديلا شيء نعمة حيه در ديز شو نعمة حيه در إذا خستم برادو خم برادو يحون خير هون قال شيء نعمة إذا أعلر سديشي يشوتش تنتي خاستم ببيزش دال دين دوخ дик дуиз. Этот день был ознаменован большой радостью, особенно со стороны людей, наблюдавших непростой путь становления республики. Торжественная программа была продолжена с сольным исполнением артистов, а также танцевальными номерами чеченских ансамблей и филармонии. Безоблачное и мирное небо вновь прояснилось над чеченской землей. За этот небольшой период Чеченская Республика из горячей точки, когда-то считавшаяся самым опасным местом на земле, превратилась в самое безопасное. И сегодня на любое праздничное мероприятие можно приходить целыми семьями, без каких-либо опасений. Турпал Алита Исумов и Рахман Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. Помимо торжественного вечера, в столице прошло и массовое шествие в честь Дня мира. Участие в нем приняли около 5000 человек. Участники пронесли на руках российские и чеченские флаги. Инициатором флешмоба стал министр по делам молодежи Ахмат Кадыров. Материал с места событий подготовила Мадина Нуцалчиева. 16 апреля в Чеченской Республике – это знаменательная дата, ведь именно в этот день в 2009 году был отменен режим контртеррористической операции на территории субъекта, введенный в 1999. День мира – второе название этого праздника. Приуроченное к нему массовое шествие состоялось в центре города. Безусловно, это один из самых значимых дней для нашей республики, потому что в этот день официально уже прекратилась война на территории Чеченской Республики, и мы видим, какая она стала сегодня, какие успехи мы достигли во главе с национальным лидером Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. И сегодня молодежь по поручению Ахмата Рамзановича Кадырова, министра по делам молодежи, собралась со всей республики выразить свое восхищение тем курсом, что проводит Рамзан Ахматович, и отдать дань
память и уважение национальному лидеру, бессменному руководителю чеченского народа, первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову. Стартовали они на проспекте имени Владимира Путина. Оттуда идут до проспекта Ахмата Хаджи Кадырова. В шествии приняли участие студенты и представители молодежных общественных организаций. Инициатором его проведения стал министр по делам молодежи Ахмат Кадыров. Он в первых рядах демонстрантов. Первый президент Чеченской Республики Аман Хаджи Цунья Цуа Наболин Ацгалич Дала Кида Ишт Ирсия Сил Эша Ночи Чуяхарне Халитайла Рамзан Аматович Галтаин Дак молодежь Антон Луку вниманию Яш Ака Шадеги Молодые люди, участвующие в шествии, понимают, насколько значим этот день в истории нашей республики. Это День мира в Чеченской Республике, день отмены контртеррористической операции. Я, как ответственный гражданин с активной гражданской позицией, решил тоже поучаствовать в шествии, тем самым показывая свое отношение к тому, что мне не безразлична судьба своего народа и нашей республики. Конечная точка собравшихся комплекс высотных зданий Грозный-Сити. На торце одной из них развернули огромный флаг Чеченской Республики. Мы все стали очевидцами глобальных изменений в нашем регионе. Сегодня в нашу республику спокойно приезжают инвесторы и знакомятся с ее экономическим потенциалом. Наши спортсмены становятся победителями на международных соревнованиях. Строятся школы, детские сады, больницы и многое другое. Сегодня мы живем мирной и спокойной жизнью, за которую заплачена огромная цена. Мадина Нуцалчиева, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Новая многонациональная группа добровольцев вылетела в зону проведения специальной военной операции из Грозненского аэропорта. Все бойцы успешно прошли курс практической военной подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Парни заключили контракты с Министерством обороны и пополнят ряды легендарного спецназа «Ахмат». Вопрос обеспечения всем необходимым контролируется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Бойцов провожали представители республиканской власти. В ближайшие 3 месяца вам тоже, по воле Всевышнего, придется бороться с фашизмом. Последние 10 дней вы проходили учебку на территории Российского университета спецназа. Мы надеемся, что вы обновили свои навыки, исходя из того, что среди вас есть много и бывших сотрудников, бывших бойцов, участников военных операций. Благодарим руководителей, а также инструкторов Российского университета спецназа. Также хотелось, бойцы, от вашего имени поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, нашего первого президента Чеченской Республики, который с начала военной операции на территории Украины Донбасса обеспечивает добровольцев, снабжают после отправки всем тем, что необходимо именно для бойцов. На автодроме «Крепость Грозная» прошли всероссийские соревнования «Приз Ахмат» по картингу. Участие приняли более 100 гонщиков из разных регионов страны. Кто оказался в финале и какой приз ожидал победителя, расскажем в следующем материале. Пилоты рвутся показать свое превосходство в заездах. Каждый из них стремится к лидерству на трассе и обойти своих соперников. Гонка проходила в рамках всероссийского соревнования по картингу «Приз Ахмат». На автодроме «Крепость Грозная» развернулась настоящая гонка. Традиционно всероссийское соревнование по картингу «Приз Ахмат» собрало большое количество пилотов со всех регионов России. Участвуют как взрослые, так и дети. На данный момент идет второй финальный заезд. Трибуны забиты жителями и гостями республики. Они не упускают ни одного момента зрелищной игры.
Участие в соревновании приняли более 100 человек, из которых были образованы 6 зачетных групп. Состязались они в 5 классах, имеющие свои условия, учитывая возраст участника. Перед молодыми гонщиками стояла задача в отборочных заездах показать лучшее время, чтобы после квалификации занять выгодную позицию. Ежегодно организовываем перед чемпионатом России по картингу. Да, это наше соревнование, наше детище. Благодаря президенту Федерации автомобильного спорта Ахмадову Махмаду Исаевичу у нас есть возможность проводить такие соревнования. Для нас это важная гонка. Почему? Потому что мы являемся ее организаторами, создателями, да, и народ к нам приезжает, очень любит нашу трассу. Кстати, в прошлом году мы полностью переделали трассу, имеется в виду, полотно переложили. У нас абсолютно новый асфальт сейчас. У нас есть только в Сочи и в Грозном вот такого состава, имеется в виду покрытие, очень хорошее на самом деле. Чеченскую республику представляет 13-летний Абдулазиз. Он ежегодно участвует в данном спортивном мероприятии. 4 года занимаюсь там, по разным соревнованиям ехал на территории России. По разным городам был. Соперники, да, сильные, но нужно стараться. Сложности бывают иногда. Главное эмоциям не поддаваться и ехать как ехал. Не меньше ребят яркие эмоции переживают на трибунах и зрители. За каждого участника болеют родные и близкие. Мы приехали из Москвы вместе с сыном. Занимается картингом уже больше 7 лет. И на протяжении всех 7 сезонов мы участвуем в каждых гонках, во всех чемпионатах России, в первенствах. Все гонки, какие есть, стараемся все ехать. Гонка всегда захватывающая, потому что волнительно для меня, как для родителя. Плюс очень высокая конкуренция, много пилотов, все мальчишки соревнуются, все бьются. Всегда очень интересно посмотреть. Победителей и призеров состязания на приз «Ахмат» наградили по итогам соревнования памятными кубками и медалями. Я уже в этой категории 4-й год. В этом году присоединился к «Ладоспорт Роснефть». Вообще супер команда. Всегда с ними вместе классно работаем. Непосредственно принимаю я в Кубке «Ахмат», наверное, тоже 4-й раз. До этого, по-моему, выигрывал уже однажды. Соревнование очень классное, трасса бомбовая, мне все нравится, если честно. Данное соревнование поможет спортсменам приблизиться к цели и принять участие в чемпионате России. Кроме этого, представители Федерации автомобильного спорта региона отмечают, что подобное состязание способствует развитию детских и технических видов спорта. Лейла Муртазова, Лёма Мандиев, Сейдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. На территории Юкерч-Килоевской и Шатойской боевых башен провели субботник. Участники экологической акции очистили территории от сухостоя и мусора, побелили деревья и провели работы по благоустройству прилегающих территорий. В мероприятии приняли участие сотрудники Аргунского музея-заповедника, волонтеры регионального отделения организации «Народный фронт» и представители тейпов башен. Это уже стало традицией ежегодно здесь проводить приуроченный ко дню Международного дня музея субботник, белхи по очистке территорий. В этом году сегодня эта акция была еще важнее тем, что, как известно, главой республики, героем России Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым, 24-й год объявлен годом памятников архитектуры, истории и культурного наследия. И приурочены к этой акции есть ряд поручений главы в соответствии с этим годом. В частности, например, что обращение к тейпам, к жителям, чтобы они ухаживали, присматривали за теми объектами культурного наследия, которые находятся вблизи в районах их населенных пунктов. В связи с этим поручением мы сегодня решили провести такой субботник Белхи. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.